эфире вечерние новости. Расскажем о главном. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Снижение количества тяжелых больных и обеспечение районов лекарствами. Глава Якутии поставил первоочередные задачи по борьбе с COVID-19. Нарушителей продолжают выявлять на ледовой переправе Хатасы-Павловск. Наш корреспондент отправился в рейд с сотрудниками ГИМС. Потепление заставило коммунальщиков Алекминска задействовать всю технику для уборки снега. Справляются ли службы? Глава Якутии обозначил первоочередные меры по борьбе с COVID-19 в районах региона. Сообщается, что за прошлую неделю прирост составил 17,4%, по городу Якутску 21,6%. Айсен Николаев отметил, что на сегодняшний день одной из главных задач остается снижение количества тяжелых случаев заболеваний и летальности. Главной задачей глав районов является создание необходимых условий для работы стационаров. Остается актуальным обеспечение лекарственными препаратами муниципальных и частных аптек в районах Якутии. Глава региона озвучил, что авиасообщением в районы в приоритетном порядке будут доставлены и противогриппозные вакцины. После их доставки в районы до 1 декабря планируется полностью завершить кампанию по вакцинации населения. Выявлено 220 новых случаев COVID-19 по Якутии за последние сутки. Такова информация оперативного штаба региона. Из них в Якутске 126 заболевших, Вилюйский и Мирнинский районы по 8 случаев, Алданский и Мегино-Кангаласский по 6. Нерюнгринский район 5, во многих других районах от 1 до 4 случаев. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 3. Лабораториями республики проведено почти 3500 исследований на коронавирус. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на ковид в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирования иными способами. Соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов ИФА по системе ИФА и по ИХА. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. И, соответственно, такая же установка дана и всем остальным районам республики. Тренировочный процесс у спортсменов возобновляется в Якутии. Напомним, с августа в спортивных центрах были открыты только фитнес-клубы и тренажерные залы для населения при определенных условиях. Кроме того, работали стадионы. Теперь уже у спортсменов появилась возможность заниматься и в помещении, соблюдая строгое расписание и дистанцирование. Расчет должен быть 4 квадратных метра площади на человека. В бассейне на человека 5 квадратных метров. От тренеров в обязательном порядке требуются медицинские маски и перчатки. На каждом объекте установлены санитайзеры. Спортивный инвентарь обрабатывается при каждой смене группы. Раньше мы тренировались дома и где угодно, а сейчас уже идет полноценная тренировка в нашем зале. И сейчас подготовка к чемпионату России идет. В начале декабря в городе Кабардино-Балкария. В столице региона массово начали проверять пассажиров автобусов на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейдовые мероприятия начались с этого понедельника. Административная комиссия проверяет не только пассажиров, но и водителей автобусов. Также особое внимание уделяется наличию информационных стендов и соблюдению других санитарных требований – дезинфекции, санобработки и так далее.
По словам руководителя предприятия «Союз Авто», в основном жители и гости столицы соблюдают масочный режим. Показатель вырос до 80% по сравнению с предыдущими месяцами. Пока специалисты комиссии проводят профилактические беседы с гражданами без применения штрафных санкций, но на днях к ним присоединятся и сотрудники правоохранительных органов. В этом случае меры будут ужесточены. В отношении нарушителей применят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Нами были проверены 29 маршрутных автобусов, разных автобусов, там 1, 4, 35, 19, ну и так далее, в которых находились 267 пассажиров, из которых только 4 пассажира не соблюдали масочный режим, в отношении которых были проведены профилактические беседы о строгом соблюдении масочного режима. Ну и были проверены сами водители, естественно. Все водители соблюдали масочный режим. Ледовые переправы на реке Вилюй до села Кюндядя Нюрбинского района могут открыться с 25 ноября. Дорожниками ведутся работы по обустройству автозимников и подходов к ним. Допустимые нагрузки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. На сегодня специалистами дорожного хозяйства ведутся работы по наращиванию льда. Также устанавливаются дорожные знаки. Переправа под селом Кюндядя практически готова, а вот под Верхневилюйском из-за аномально теплой погоды толщина льда не отвечает требованиям. Поэтому возможны передвижки срока открытия ледового перехода. Под Верхневилюйском у нас возникли проблемы, так как вот последние дни были очень теплые. Там толщина не позволяет, как бы минимальная на сегодня 30 сантиметров, но тем не менее мы ведем работу по выбору створа. И согласно, вот если добьем, как бы выбор створа определим, вот тогда можно будет сказать, когда точно будет открыться. То есть все-таки опять-таки зависит от погодных условий, да? Да, в данное время, да, погодные условия самые, это главное. Несмотря на то, что выезд на лед категорически запрещен, многие игнорируют эти правила. Сотрудники ГИМС Якутии проводят профилактические рейды на водных объектах, а также рассказывают гражданам об административной ответственности в случае выявления нарушений. Наш корреспондент Полина Долинская побывала в рейде. Автовладельцы ежедневно совершают переезд по ледовой переправе Хатасы-Павловск, а также сами жители уже протоптали народную тропу через реку. Несмотря на то, что на сегодняшний день толщина льда остается недостаточной для открытия автозимника. За несанкционированный выезд на лед предусмотрен штраф для физического лица от 3000 рублей. Но некоторые в целях экономии решили рискнуть собственной жизнью. В минувшие выходные дни провалилась машина. К счастью, обошлось без жертв. Вот. Повезло на этот раз. Но все может закончиться трагически. Поэтому необходимо строго, неукоснительно соблюдать все меры безопасности. Категорически запрещается и крайне опасно для жизни сейчас выезд на неокрепший лед во избежание провалов и чтобы не было человеческих жертв. Наша съемочная группа отправилась в рейд в рамках месячника безопасности на водных объектах, где мы стали свидетелями того, как нарушители игнорируют не только сотрудников службы безопасности, но и инстинкт самосохранения. Для проезда легкового автотранспорта безопасным считается лед толщиной от 35 сантиметров. Толщина льда на данном участке составляет 20 сантиметров. Это учитывая того, что тут ведутся дорожные работы. Производится утолщение льда путем налива воды сверху льда. Он замерзает, толщина льда увеличивается. Дорожные службы ведут работы по утолщению льда, но в связи с теплыми погодными условиями. Ему не хватает времени, чтобы окрепнуть. А это значит, что сроки открытия автозимника могут смещаться. На сегодняшний день в силах служб МЧС только разъяснительные и профилактические беседы с гражданами. Но каждый сам должен трезво оценивать риски, понимая, что такая спешка может стоить жизни. Полина Долинская, Павел Никифоров, Владимир Павлов. Переправа Хатасы-Павловск.
В Центральной избирательной комиссии Якутии тайным голосованием избрали нового председателя госоргана. Им стал Евгений Федоров, ранее занимавший должность заместителя руководителя администрации главы и правительства региона. Его кандидатуру рекомендовал Центр избирком России на заседании 13 ноября. Бывший председатель ЦИК Алексей Ефимов 10 ноября был согласован на должность судьи Конституционного суда Якутии по представлению главы республики Айсена Николаева. По результатам тайного голосования члены государственного органа поддержали кандидатуру Евгения Федорова единогласно. Совершенно бесснежный октябрь в Алекминске сменил ноябрь, но вместо холодов потепление и снегопад. Все силы бросили на уборку снега. Справляются ли коммунальщики, узнала наш корреспондент Елена Фаст. В этом году снег в Алекминске выпал достаточно поздно. Правда, начавшись, решил компенсировать количеством более поздние сроки. С ноября начали уборку снега в первую очередь на общественных пространствах. Если на дороге только начинается образовываться покров, то на площадях чувствуется. Систематически будем производить уборку улиц в соответствии с техническим заданием в муниципальном контракте. У нас на 2020 год зимнее содержание 50 улиц. Недаром говорят, лучший прогноз погоды, когда завтра уже наступит. Подрядчик, вечером расчистив территорию, на утро может получить точно такой же объем. Снега больше, чем те года. В прошлом году тоже было нынче. Еще раньше мы начали сезон. В прошлом году 10 мы начали, ноября. А нынче чуть-чуть пораньше, получается, снега больше. Но народу хватает, техника работает. В целом проблем по зимнему содержанию быть не должно, уверены обе стороны. Дорожные знаки, то есть 156 дорожных знаков, плюс 4 искусственных неровности установлены по улице Молодежная как раз и по улице Гагарина. Ведутся работы по подсыпке дорог ежедневно. Вот, стараемся сразу с утра подсыпать и после обеда, ближе к вечеру, потому что весь слой, нанесенный за день, истощается и, соответственно, нужен новый слой. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Дополнительные котлы введут для стабильной и бесперебойной работы котельной в поселке Уснера Аймиконского района. Сообщается, что на прошлой неделе зафиксирован дефицит мощности. Температура на выходе с котельной снизилась. Это вызвало обеспокоенность потребителей. В целях поддержания установленного температурного режима и стабилизации ситуации принято решение в ближайшие дни ввести в работу дополнительные котлы. Якутск сохраняет лидерство в голосовании за право стать столицей тотального диктанта в 2021 году. Город собрал 5200 голосов. Чтобы стать полноправной столицей всероссийской акции «Тотальный диктант», городу необходимо удержать лидерство до 24 ноября. По предварительным итогам в шорт-лист народного голосования кроме Якутска вошли Рязань, Ярославль, Томск и Саранск. Сделать выбор может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldictant.ru. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.